Добрый день, уважаемые абитуриенты! Вас приветствует Жукова Юлия Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы Института филологического образования и межкультурных коммуникаций Башкирского государственного университета имени Мифтахетдина Акмуллы. Вступительное испытание по литературе проводится в дистанционной форме в виде тестирования. Количество вопросов в тесте 25. На выполнение тестового задания отводится 60 минут. Обратите, пожалуйста, внимание, что для поступающих с ограниченными возможностями здоровья время выполнения теста увеличивается на 1,5 часа при наличии соответствующих документов. Каждому абитуриенту предоставляется только одна попытка на выполнение теста. Минимальное количество баллов 32, максимальное количество баллов 100. Структура тестовых заданий включает 5 блоков заданий. На знание теории литературы, на знание фольклора и древнерусской литературы, а также русской литературы 18, 19 и 20 столетия. Дистанционная форма вступительного испытания предусматривает следующие шаги. Пошаговую инструкцию вы видите на слайде. Первый вход через логин и пароль, отправленные на электронную почту. Смотрите папку «Спам», если вы не получили логин и пароль. Последующее посещение сайта возможно под своим паролем, который вы меняете при первом входе в учетную запись. Перед вступительным экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветную фотографию, где видно лицо абитуриента, то есть ваше лицо, и главный разворот паспорта с фотографией и фамилией, именем, отчеством. Это требование распространяется на каждый вступительный экзамен. Еще раз повторяю, что время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено, и у вас только одна попытка, чтобы сдать вступительный тест. Доступ к экзамену открыт согласно расписанию. Отсчет времени начинается после входа в систему, то есть как только вы откроете страницу с тестом. Пересдачи не предусмотрены. Самое позднее время входа за 1,5 часа до окончания времени, отведенного на вступительное испытание согласно утвержденному расписанию, то есть не позднее 15 часов 30 минут уфимского времени. Где найти расписание вступительных испытаний? Заходим на сайт приемной комиссии, выбираем окно «Бакалавриат и специалитет», вы видите, желтой стрелочкой указано. В разделе «Документация» размещено утвержденное расписание, указано второй стрелочкой. Расписание вступительных испытаний по литературе представлено на слайде. Вступительный экзамен в форме дистанционного тестирования можно сдать 25 июля, а также в резервные и дополнительные сроки с 10:00 до 17:00 часов. Как подготовиться к вступительному испытанию? Заходите на сайт приемной комиссии, выбирайте опять же то же самое окно «Бакалавриат и специалитет». В разделе «Документация» выложена программа вступительных испытаний. Выбирайте программу вступительного испытания по литературе, указана желтой стрелочкой. Программа вступительного испытания выглядит так. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что у вас будет проверяться знание литературоведческих терминов и понятий, а также знание художественных произведений, биографии автора, ну и каких-то существенных моментов, вопросов в истории литературного процесса. Имена писателей и названия ключевых произведений русской литературы, которые необходимо знать абитуриенту, чтобы успешно выдержать испытания, вы видите на экране. Предлагаю разобрать примерные задания по теории литературы. Они перед вами. Итак, первый вопрос.
Каким термином обозначается жанр лирики, зародившийся еще в античной литературе и особенно популярный в эпоху классицизма, представляющий собой стихотворение религиозно-философского содержания, посвященное изображению исторических событий или лиц, о которых автор говорит подчеркнуто торжественно, высокопарно, с патетическим воодушевлением. Понятно, что речь идет об оде. Выбираем пункт Г. Послание. Это лирическое произведение, адресованное какому-либо лицу. Оно значительно отличается от оды своим настроением, лексикой, грамматикой. Ну и если говорить об эпиграмме, то коммуникативная установка эпиграммы, конечно же, высмеять чьи-либо пороки и несовершенства. Какой термин используется для обозначения описания места действия, картин природы, сельского или городского ландшафта в литературном произведении? Речь идет не о декорации и не о хронотопе, а не о детали мельчайшей подробности описательной, а речь идет о пейзаже. Укажите ряд наименований только лироэпических жанров. Под пунктом А даются наименования жанров эпических, под пунктом Г даются наименования жанров лирических, под пунктом Б представлены драматургические жанры и под пунктом В жанры лироэпоса. Они сочетают в себе признаки лирических и эпических произведений. Вот обратите, пожалуйста, внимание и повторите неизвестные вам термины или забытые вам термины. Каким структурным элементом в басне Крылова «Ворона и лисица» являются приведенные ниже стихотворные строки? Речь идет о морали. Вы помните, что в басне две части, как правило, это повествовательная часть и нравоучительный или назидательный вывод, который называется моралью. Укажите стихотворный размер без указания количества стоп, которые используют теча стихотворение «Весенняя гроза». Фрагмент этого стихотворения приведен ниже. Он вполне узнаваемый и легко определить стихотворный размер. Это ямб, это такой размер, в котором ударение падает на второй слог в стопе. Люблю грозу в начале мая. Что касается тестовых заданий по истории русской литературы, то вот примерные тестовые задания вы видите на экране. Первое задание связано со знанием содержания художественного текста. В каком из указанных ниже произведений русской литературы солнечное затмение описывается как дурное предзнаменование, предвещая гибель русскому князю и его дружине? Речь идет, безусловно, о слове о полку Игореве. Князь Игорь пренебрег этим знамением и потерпел поражение и был пленен половцами. Укажите имя русского писателя, который, будучи рядовым гвардейцем Преображенского полка, принимал участие в государственном перевороте, в результате которого на русский престол зашла Екатерина II, и в подавлении восстания Емельяна Пугачева. Понятно, что Александр Сергеевич Пушкин, Лев Николаевич Толстой не могли принимать участие в событиях XVIII столетия, поскольку жили в веке XIX. А вот кто, Ломоносов или Державин? Мы помним, что Ломоносов выходец из среды поморских крестьян, он хотя и служил в армии некоторым образом, но не принимал участие в государственном перевороте и подавлении Пугачевского восстания. Поэтому единственный правильный ответ – это Державин. Какому герою комедии Фанвизина «Недоросль» принадлежат данные слова? Это тоже назнание художественного текста. Значит, варианты ответа: Стародуму, Скотинину, Кутейкину или Правдину. Правильным вариантом ответа является вариант Стародум. Скотинин не признавал просвещения, как вы помните, и не являлся горячим патриотом. Правдин, хотя и находился на государственной службе, но он значительно моложе Стародума.
Ну и Кутейкин. Кутейкин также не имел отношения ни к службе в армии, ни к придворной жизни. Вот. Хотя и являлся он учителем, домашним учителем Митрофанушки, но специалист тоже весьма сомнительный. Укажите название литературного направления, по канонам которого Василий Андреевич Жуковский написал балладу «Светлана». Если вы помните, что Василий Андреевич Жуковский – родоначальник романтизма в русской литературе, то легко решите это задание, выбрав пункт В. Не классицизм, не сентиментализм, не реализм, а именно романтизм определял поэтику баллады «Светлана». Следующий вопрос. Укажите название произведения, которое Белинский назвал энциклопедией русской жизни. Здесь любой из этих текстов мог бы таким образом характеризоваться, как энциклопедия русской жизни. Но задание помогает решить, например, хотя бы тот факт, что «Кому на Руси жить хорошо», Обломов Гончарова, «Война и мир» Толстого появились и были опубликованы уже после смерти выдающегося русского критика. Поэтому правильный вариант ответа – Евгений Онегин Александр Сергеевич Пушкин. Следующий вопрос связан с знанием типологии литературных героев и умением анализировать художественные произведения. Укажите тип литературного героя, к которому традиционно относит образ Печорина. Печорин – лишний человек, он обладает незаурядными способностями, он прекрасно образован, но он не знает, как и на каком поприще могут быть реализованы его способности. А это типичная черта лишнего человека. К типу маленького человека относятся, например, такие герои, как Самсон Вырин или Акакий Акакиевич Башмачкин. Босяков мы найдем в произведениях Максима Горького, ну а самым, пожалуй, известным в русской литературе нигилистом является Аркадий Базаров Ивана Сергеевича Тургенева. Как называется пароход, на котором главный герой рассказа, господина Сан-Франциско Бунина, отправился в Старый Свет на целых 2 года с женой и дочерью, единственно ради развлечения? Ясно, что это не «Титаник», реально существовавшее судно, не Паллада, вот, фрегат, на котором совершил путешествие Иван Гончаров и описал это путешествие в публицистической книге «Фрегат Паллада». Речь идет об Атлантиде. Ну вот такие вопросы вам будут предложены в тесте, и я надеюсь, вы с ними легко справитесь. Какую литературу можно использовать для подготовки к вступительному экзамену по литературе? Вы видите на экране рекомендуемые издания. Также это могут быть школьные учебники по литературе для 5-11 классов. И, конечно же, электронные ресурсы, такие как, например, Российская электронная школа, ссылку на которую вы также видите на экране. Обратите, пожалуйста, внимание, что необходимо выбрать предмет литература. Вот он отмечен красной галочкой на фотографии справа. Не литературное чтение, потому что предмет литературное чтение входит в курс начальной школы. На данном слайде вы можете увидеть сведения о том, где и как можно задать интересующие вас вопросы, обращая внимание, что вопросы принимаются исключительно в день консультации. В день проведения вступительного испытания вопросы касательно содержания экзамена, содержания теста, процедуры проведения вступительного испытания не принимаются и не освещаются. Технические вопросы мы просим адресовывать техническим специалистам приемной комиссии. У меня все.
Благодарю вас за внимание, желаю вам успехов, и мы будем рады видеть вас в числе наших студентов. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный, то есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, вот у нас говорится, дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный, разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и, главный, разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.